О существовании этого заброшенного памятника Пушкину активисты узнали совсем недавно, после того, как в Русское национально-культурное объединение обратились жители Аракчино. Сотрудники решили съездить сами и заодно провести генеральную уборку. Каково же было удивление, когда увидели эту картину. Когда мы сюда приехали, я была удивлена, что тут не просто природа. Здесь, подсобное хозяйство рядом с этим памятником. Это, конечно, удручает. Когда это все происходит рядом вкупе с памятником, памятники просто так тоже ведь не ставятся, да? Они ставятся людям, которые внесли свой вклад какой-то в развитие, в государство, человечество. Сейчас здесь конный клуб. Вокруг памятника Пушкину загон с лошадьми. Раньше это была территория 74-й школы, которая потом закрылась. Как получилось, что школьный двор превратился в конный, еще предстоит выяснить. Известно, что памятник Пушкину появился здесь в 1956 году. Скульптор Аполлон Мануилов. Когда-то здесь имевшаяся воинская часть шефствовала над данной школой и детским садиком, который здесь был. Руководитель данной воинской части организовал постановку этих скульптур. В Русском национально-культурном объединении говорят, в Казани только два памятника Пушкину в полный рост. Первый – это всем известный в центре Казани, около театра оперы и балета. А второй, как оказалось, здесь, в Аракчино. Сейчас решается вопрос о восстановлении памятника. По словам скульптора, при демонтаже он может просто развалиться. Чтобы сохранить скульптуру, ее нужно воссоздать заново. Конечно, плачевно уже идет разрушение самого бетона изнутри. То есть материал изжил себя. Тут нужно полное восстановление, воссоздание памятника. То есть на основе того, что есть, все, что уцелело, нужно замерить, отфотографировать. Думают и над тем, куда перенести памятник. Этим вопросом сейчас занимается администрация Кировского и Московского районов. На данный момент мы прорабатываем вопрос о переносе этого памятника на территорию гимназии номер 50. Ну и, естественно, с работами по его реставрации и восстановлению. Здесь сейчас самое главное определить, из каких средств это будет происходить, то есть источник финансирования, и определиться со сроком. Воссоздание памятника Пушкину может занять до полугода. Скульпторы предлагают сделать его из бронзы. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.